Всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге, и сейчас вместе с вами мы отправимся в гик-путешествие по этому городу. И первое место, которое мы посетим, будет магазин Димы Сыендука Geek Trip. Я работаю в магазине Димы Сыендука, который называется Geek Trip. Соответственно, он у нас единственный в Питере, у нас нет каких-то филиалов ни в Москве, ни где-то еще. Не так давно мы переехали в новое место, до этого у нас был магазин на Обводном канале. Там мы тоже переезжали, это был второй переезд, мы переезжали с соседнего помещения в более большое помещение, то есть мы разрастались постепенно. В основном мы ориентируемся на какие-то ретро-штуки или более-менее редкие штуки, которые не во всех магазинах, там тех же самых комиксов можно достать, например. Биониклы у нас есть, то есть очень старые такие штуки, которые очень редко можно где-то достать. Это все достается, там кто-то продает свои коллекции, например, это все распродается, и вот мы вот таким образом приобретаем. Вот, например, да, журналы Nintendo Power, точно такая же история, то есть их не везде можно достать, в основном за рубежом вообще проще всего доставать их. Соответственно, так как это Димы Сыендука магазин, то он очень больше здесь продает именно того, что ему нравится, то есть, например, тот же Sonic, то есть он там еще один из организаторов Соник-Кона вообще был. Вот, то есть у нас тут на английском комиксы, которые тоже не везде можно достать, соответственно, в России так просто, кроме, например, того же там Авито, например, то есть прийти пощупать, посмотреть, это очень редко где можно. Там вот еще целая гора Соников. Сам Дима еще занимается переводом на русский язык вместе с студией Diamond Dust, то есть это тоже, можно сказать, эксклюзивно от Димы именно, то есть товары, так сказать. Ну, да, мы, естественно, не специализируемся не только на старом, то есть у нас есть и все актуальное, там манго, комиксы, самые актуальные, то есть, соответственно, там по вселенным DC, Marvel, все это тоже есть, но вот есть и ультраредкие какие-то штуки, например. Игровые автоматы у нас еще можно поиграть, правда, сейчас 2 из них не работают, к сожалению. Вот, а так они тоже настоящие прям игровые автоматы, привезенные, подключенные. У нас там игры есть на Сегу, например, на Денди, то есть вот там всякие картриджи у нас старые тоже можно купить. У нас многие приходят, спрашивают, там, есть ли у нас игры на PlayStation, там, 4-й, 3-й, а у нас, наоборот, только на 2-й, там вот целая гора на 2-й PlayStation есть. Хотелось именно сделать больше магазин, который похож на магазин где-то в Америке, где ты заходишь, и там реально все есть из старого такого. То есть у нас вплоть до сладостей каких-то, которые тоже нигде особо, может, сейчас не достанешь, типа там хубы-бубы, жвачки Турбо, Лафис и все такое, то есть такое все старенькое. Ты ведь тоже любишь мангу? Всем привет, меня зовут Лена, я работаю в аниме-магазине, в самом крупнейшем в Санкт-Петербурге, Fast Anime Studio. Он был основан в 2004 году, то есть ему уже 16 лет. В Питере магазин не единственный этой сети, есть еще также магазины в Москве и в Екатеринбурге недавно открылся. У нас очень широкий ассортимент комиксов, несмотря на то, что мы аниме-магазин, у нас есть еще товары для любителей комиксов. Манги, различные фигурки из Японии, артбуки, манга также на японском есть, ну и прочий стаф. Поставки приезжают к нам напрямую из Японии, также у нас по всем витринам фигурки расставлены. Есть как прайзовые фигурки, например, вот такие вот. Они являются дешевыми сами в своем сегменте, но по качеству не уступают, в принципе, комплиткам. Также вот есть Completed Models, очень детализированные, очень красивые и достаточно большие. Чаще всего берут всякую мелочь, типа значков, плакатов, тетрадей и, конечно же, манго. Но фигурки все оригинальные, артбуки и манго, подушки, допустим, кружки, они делаются у нас, отечественные. Следующая наша остановка была в магазине комиксов «Маяк». Этот магазин расположен в крайне необычном месте – в старой арестантской башне, построенной в 1829 году на острове Новая Голландия. В «Маяке» большой выбор комиксов, артбуков, манги, фигурок и прочей гик-атрибутики. В ассортименте есть оригинальные комиксы на английском языке, и их немногим меньше, чем изданных в России. Также «Маяк» является эксклюзивным дилером мерча пародийного мультфильма «Bad Metal».
я переводчик Marvel в России, занимаюсь фильмами, занимаюсь переводами и занимаюсь комиксами. И я здесь, чтобы рассказать вам про замечательный магазин 28. Мы открылись в 2000, дай бог памяти, 2008 году. И по сути наш магазин стал первым магазином конкретно комикс-тематики. То есть в то время очень много было комиксов на прилавках газетных киосков, было много аниме-магазинов. Но мы решили сделать полностью упор на конкретно комиксы как товар, как явление и, в принципе, стараться как-то раскрыть для русского читателя, русского покупателя комиксы как предмет коллекционирования. Изначально у нас было большое количество товаров, связанных с, опять же, фанзинами. Были комиксы на английском, были комиксы на немецком, были комиксы на французском. То, что было тогда, замечательные года, то, что было тогда на русском, было на русском. И постепенно мы начали развивать это направление, и начали развивать магазин. И тем более вместе с этим, благо вместе с этим начала развиваться индустрия. И с этим развитием индустрии появилось большое количество различных комиксов на русском, и магазин рос и рос и рос. У нас было несколько филиалов, то есть мы открывали филиалы в Москве, мы открывали филиалы в Петербурге, но затем мы решили закрыть их, чтобы сконцентрироваться непосредственно на одном конкретном магазине, чтобы люди, приехав в Питер, знали, что нужно посетить Эрмитаж, покататься по каналам и зайти в 28-й. Вот 3 минимальных остановочек по Питеру, которые нужно сделать. И мы это и вроде как и сделали, учитывая большой поток, учитывая количество туристов. Надеюсь и уверен, нам это получилось. Мы недавно переехали, и теперь мы находимся в отдельном здании, в замечательном помещении, которое позволяет нам расставить огромное количество вещей, вроде фанка, вроде фигурок, вроде статуй, вроде мерча, вроде комиксов, и сделать это место как обиталищем всех увлекающихся, скажем так. Насчет названия. Многие спрашивают, почему 28-й? До сих пор никто из работников не знает, почему 28-й. На самом деле есть легенда о том, что... Есть несколько легенд. Во-первых, 28-й — это замечательное число, у которого все делимые при сложении составляет 28. На самом деле 28 просто очень забавно звучит. Это такой советский магазин получается. Как советский магазин, как раньше были. Вот зайдем в 7-ю, булки хлеба купим там или еще куда-то. А так пойдем в 28-й, в 28-м то, в 28-м это. И это и звучит, и нам самим очень нравится.